Жители Абхазии стали более ответственно подходить к вопросу оплаты электричества. В первые 6 месяцев этого года показатель собираемости составил 25%. Это больше, чем в предыдущие 3 года. Конкретно по физлицам поговорим, наверное, с января по июнь. В 2023 году физлица оплатили за эти полгода 14%. В 2023 был большой объем потребления, как все знаем, и вот тоже сказывалось, и так как объем вала продукта был большой, естественно, то есть процент уже проседал. В 2024 году этот процент 20, то есть собираемости, в 2025 году это уже 25. То есть мы наблюдаем динамику увеличения. Так подействовали меры Черноморэнерго. 28,5 тысяч счетчиков нового образца установили сотрудники энергокомпании на сегодняшний день. С помощью них свет в домах и квартирах можно отключать дистанционно. От 100 до 300 абонентов в сутки Черноморэнерго обесточивает за неуплату. Принято очень много технических мероприятий, таких мероприятий, как установка приборов учета, систематизация в платформе АСКУЕ, то есть это умные приборы учета с дистанционным контролем показателей и дистанционным управлением коммутации, то есть отключение и включение. На сегодняшний день активно используется отключение до 200, до 300 даже абонентов в день бывает обесточены в среднем за неуплату. По словам главы энергосбыта, дистанционное отключение экономит ресурсы Черноморэнерго. Поэтому по большей части отключают за неуплату тех, кого уже оборудовали новыми счетчиками. Но для злостных неплательщиков со старыми приборами учета они тоже не жалеют техники и сил. Оперативно возможно отключить только через АСКУЕ. А что касается физического обесточения, очень сложно проводить в массовом характере. То есть 10-15 абонентов в день, если обесточить физически, в принципе, мы применяем эту практику. Человек оплатил и возродиться обратно, их заново переподключать. То есть это группа, мобильная группа с автовышкой, с монтерами, которые должны, то есть, приехать на точку, провести беседу. Помимо в процессе этой беседы, естественно, конфликты, сложные конфликты, то есть решить эти конфликтные ситуации, отрезать физически, потом в этот же день по кругу успеть заново их всех подключить. То есть это очень технически сложно. Как рассказывает Саид Блабба, Черноморэнерго имеет возможность устанавливать по 10 тысяч счетчиков в год. Чтобы контролировать потребление электричества, его расход и своевременную оплату по всей стране, их необходимо более 90 тысяч. То есть при таких темпах работ энергокомпании понадобится еще 5 лет. Быстрее только если приглашать специалистов и вкладывать в этот процесс дополнительные средства. Возможно, будут пересмотры к подходам к монтажу для того, чтобы ускорить объемы монтажа, возможно, будут привлекаться специалисты, которые смогут нам помочь. Но опять же, это затратно, все-таки упирается в источник финансирования, насколько мы сможем обеспечить подрядную зону, то есть это сложно. Своими силами это дешевле в разы, то есть силами Черноморэнерго это зарплата, там, доплаты минимального характера и использование своих ресурсов как технику, там, и в принципе это удешевляет процесс, поэтому мы пока движемся в этом направлении. Активно вводится в работу система биллинга. Это система, отвечающая за учет, тарификацию и выставление счетов за оказанные услуги в автоматическом режиме. То есть теперь в процессе определения того, сколько электричества потребил пользователь и сколько он должен за это заплатить, не будет человеческого фактора. Ранее была учетная система, которая показывала данные лишь абонента. Все показатели, что касается начислений, проводились вручную. То есть каждого абонента приходилось индивидуально обрабатывать информационно. На данный момент это все автоматизировано, и до конца года мы планируем масштабировать эту платформу по всей Республике Абхазия. Параллельно идет процесс разработки приложения для мобильных устройств, которое позволит платить за свет, не отрываясь от телефона. То есть это приложение, которое позволит увидеть каждому абоненту свой статус, то есть свои показатели о задолженности, о технических параметрах, то есть потребление электроэнергии,
Мы рассчитываем, что эта платформа позволит более прозрачно и оперативно взаимодействовать с каждым абонентом, так как там предусматривается возможность дистанционной оплаты через разные возможные платежные системы. Но при всем при этом остается проблемой недисциплинированность людей в вопросе оплаты электричества. Долгие годы тысячи людей пользовались светом бесплатно. Приучать таких абонентов к тому, что свет – это товар со своей ценой, для Черноморэнерго самая большая проблема. Все-таки абоненты не подготовлены, не привыкшие, не дисциплинированные к тому, чтобы оплачивать за электроэнергию. Есть и, конечно, и финансовая сторона проблемы, но эта финансовая сторона проблемы, она должна быть четко, ясно выявлена, то есть по каким причинам не трудоустроенный, малоимущий, то есть надо понимать, по каким причинам население не в состоянии покрывать эти платежи. Но на данный момент обоснованного, ясного понимания нет, так как есть люди, которые, несмотря на свой довольно-таки неплохой средний достаток, все-таки игнорируют платежи. Отключают от электричества, если абонент не платил за свет больше 2 месяцев. Если сумму долга неплательщик сразу отдать не может, существует рассрочка на 3 месяца. А со злостными должниками Черноморэнерго намерен решать вопрос через суд. Уже подготовлены мероприятия по судебным процессам, тоже мы подготавливаемся к этому делу. У нас в СБТ скоро будет отдел по работе с неплательщиками, который будет заниматься этими процессами. Поименно, наверное, никого называть не будем, каждый себя знает. В их направлении тоже ведется работа, в этом плане нам помогает государство очень активно, ведут беседы с этими абонентами, которые имеют большие задолженности, и наших сил, скажем так, недостаточно в решении этих проблем. В таких зонах подключаем уже вышестоящих в нашу помощь. Практически все крупные юридические лица, по словам Блабба, уже оборудованы новыми счетчиками. Но собираемость оплаты среди них всегда была довольно высокой. Сегодня основная проблема – физические лица. Марианна Котова, Сасрыкова Агухава, Абаза ТВ.